Согласно результатам опросов, жители Казахстана положительно оценивают переименование столицы. 42% опрошенных проголосовало за то, чтобы увековечить достижения Елбасы. При этом 40% респондентов подчеркивают, что лучшим из возможных кандидатов на должность главы государства является Касым-Жомарт Токаев. При этом большинство граждан Казахстана положительно оценивает работу Елбасы в качестве президента страны. Это 87% опрошенных. Его добровольный уход с поста 44% респондентов считают своевременным и достойным уважения. Процесс передачи власти казахстанцы восприняли позитивно, 44% одобрили решение Назарбаева об уходе. 23% чувствуют себя растерянными и не знают, что будет дальше. 16% опрошенных отнеслись к транзиту нейтрально. Они уверены, что де-факто Елбасы остается главой государства. 12% граждан считают, что Нурсултан Абишевич должен был оставаться у власти до последнего. Еще 4% ответили, что Назарбаеву давно пора было это сделать. Работу Назарбаева в качестве президента наиболее высоко оценивают люди старшего поколения, 90% опрошенных в возрасте 60+ положительно оценили его деятельность, как и респонденты возрастной категории 30-39 лет, 82%. В отчете отмечено, какую заслугу Назарбаева казахстанцы ценят больше других, 50% жителей Казахстана благодарны ему за мирное небо над головой. Именно сохранение стабильности в стране, укрепление межэтнической толерантности считают главной заслугой первого президента Республики Казахстан. 40% опрошенных отметили, что Назарбаев построил независимый Казахстан, благодаря чему республика вошла в список 50 развитых стран мира. Кроме того, людей попросили оценить Касым-Жомарта Токаева в должности нового лидера страны. 40% опрошенных считают Касым-Жомарта одним из лучших кандидатов на должность президента. Скептически к нему настроены лишь 5% респондентов. Большинство респондентов поддержали решение о переименовании Астаны в Нур-Султан, 42% выбрали вариант «полностью поддерживаю», считаю, что имя первого президента нужно увековечить. Еще 35% относятся к этому резко отрицательно. Причиной их отношения стала уверенность, что это нерациональные расходы. 24% опрошенных относятся к смене названия равнодушно. В отчете указано, что в разрезе регионов наиболее негативное отношение к переименованию столицы у жителей столицы – это 41% против 28% сторонников нового названия. Также негативно настроены жители Атыраускай области, 48% и 28% соответственно. В Алматы ответы примерно равны, 41% за и 39% против. В северных и западных регионах страны больше противников переименования столицы, чем тех, кто поддерживает эту инициативу. В южных областях больше тех, кто одобряет переименование Астаны в Нур-Султан. Поднимая вопрос о том, какие задачи сейчас стоят перед Касым-Жомартом Токаевым, выяснилось, что 43% уверены, его главная цель на первое время – реализовать поставленные Назарбаевым социальные и государственные программы. 20% считают, что стоит увеличить количество социальных программ. Борьба с коррупцией ставится вторым пунктом, этот вопрос поддерживают 24% опрошенных. 12% думают, что нужно заняться вопросами малого и среднего бизнеса.